Союзов добрый день, и мы опять встречаемся с вами, и встречаемся с вами по поводу праздника Дня Победы. И опять вот мы являемся свидетелями того, что происходит каждый год. С приближением праздника Дня Победы власть в Туркменистане, да не только в Туркменистане, начинает демонстрировать свою опеку, заботу над ветеранами войны. Через несколько дней после праздника о ветеранах уже ни слова. Вот почему, как вы думаете, происходит такая очевидная неуклюжесть пропаганды? Причем это происходит во всех, как я говорю, постсоветских странах. И в Центральной Азии тоже. День добрый, Александр. Я, как могу ответить на ваш этот вопрос, будет правильно, если я скажу, что наших ветеранов войны и труда, в том числе, которые обеспечивали победу в тылу нашем, они забыты нашими правителями во всем постсоветском пространстве. И на самом деле обидно, когда вспоминают ветеранов именно какой-то круглой дате, или же ко Дню Победы раз в году. Но этого, я считаю, совершенно недостаточно, потому что уже 65 лет прошло с той поры или после окончания войны, и, к сожалению, наши ветераны, они не молодеют, и их уже осталось очень мало среди нас живых, среди своих потомков. И, конечно, хотелось бы, чтобы народ-победитель в чем-то жил получше, чем тот побежденный народ. Но жизнь или реальность показывает нам то, что наоборот получилось так, что побежденный народ живет во много крат лучше, чем наши ветераны-победители во всем постсоветском пространстве. Господин Саюнов, вам известна какая-нибудь статистика, существует ли она вообще, сколько туркмен воевало в Великой Отечественной войне, сколько погибло, сколько ветеранов войны есть сейчас в стране? Я вам скажу так, Александр, точных цифр или да, у нас, к сожалению, не имеется. Есть приблизительно, что вот столько-то тысяч участвовало с Туркменистана. А ведь были же туркмены по национальности, если брать, которые проживали на всей территории Советского Союза, в том числе в соседних республиках и в России, откуда они и были призваны в Красную Армию. Так что точного количества это трудно назвать или сказать сегодня. Но мы можем сказать, сколько осталось ветеранов на сегодня среди нас живущих. В Туркменистане последние данные, то, что нам объявили через, скажем, туркменскую масс-медиа, это 1560 человек. Ветераны на сегодняшний день живут вот на территории Туркменистана. А сколько осталось там в живых, скажем, участников трудового подвига тех лет, скажем, наших матерей или бабушек, которые обеспечивали фронт, работая день и ночь в тылу, об этом мы ничего не знаем. А вот вы одним из руководителей в свое время, когда жили в Туркменистане, были мэром города, были депутатом парламента туркменского. И вы можете сравнить ситуацию. Вот чем отличается ситуация с ветеранами сегодня от той, которая была при Сапар-Мурате Ниязове? Я могу сказать так, я могу разделить, значит, отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и в том числе ветеранам Афганской войны, советским периодом, постсоветским периодом и нынешним днем. Если обратиться к советскому периоду, да, действительно, ветераны Великой Отечественной войны, в том числе и ветераны Афганской войны, они пользовались рядом льгот, которые определило правительство Союза и республик в том числе.
Вот. А когда после развала Союза ситуация сложилась так, что вот если брать конкретно Туркменистан, то значит в самом Туркменистане, кроме отца Ниязова, Сапармурада Ниязова, который до сих пор не ясно его участие в Великой Отечественной войне и какую роль он выполнял там в той войне, какая участь его была, как этот человек погиб, попал ли он в плен или погиб ли в бою, об этом нету ясной такой информации. Но в то же время Ниязов увековечил имя своего отца, придав ему статус героя Туркменистана. Но оно как бы, если с юридической точки зрения, оно никак не соответствует, значит, званию героя, потому что звание героя в то время выдавалось от имени Союза Советских Социалистических Республик. А герой Туркменистана, это звание учреждено уже более поздно период, то есть после, скажем, независимости Туркменистана. Поэтому Ниязов перечеркнул все, скажем так, трудовые или боевые подвиги туркменского народа и выставил туда, на тот пьедестал, только своего отца и свою маму. И самого себя, который, он сам, если вы помните, он уже пятикратный чемпион, как вам сказать, он пятикратный герой Туркменистана. И других таких героев такой кратности в Туркменистане у нас больше нет. Поэтому все свелось к тому, что в Туркменистане, значит, героизм проявляет только одна семья, значит, героем являются потомки этой семьи, значит, сыновья, внуки. Так должно было быть по плану или по видению Сапармурада Ниязова. Но судьба распорядилась по-другому, что Ниязов 3 года назад, как говорится, уже ушел в мир другой. Поэтому немного уже после его кончины отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, вот, ну, скажем так, немного улучшилось. Хотя бы их стали вспоминать, что они есть, что они живут среди нас. Вот в этом плане, можно сказать, есть позитив какой-то, что вот 65-летие нашей победы, все-таки в Туркменистане оно будет отмечаться.